Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Как всегда, сегодня начну свое выступление с эпидемиологии. На сегодняшний день в республике лабораторно подтверждено 1135 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 6 человек. И под наблюдением в республике находится 1764 человека. Выздоровело 568 человек, 12 человек прирост за сутки. В общем, у нас сегодня такая идеальные цифры. Выздоровевших больше, чем вновь поставившим диагноз. Это хорошая тенденция. Думаю, что если бы мы так шли, то, конечно, мы бы уже давно первый этап открыли. Мы сегодня провели заседание оперативного штаба. Основная идея проведения оперативного штаба – это, конечно, ответственность работодателей за формирование вахт. В чем здесь идея и проведения этого оперштаба и какие решения мы приняли? Как я уже говорил, у нас, к сожалению, 2/3, вот особенно последний месяц, 2/3 вновь заболевших или вновь диагностированных – это работники вахт. Для того, чтобы усилить еще ответственность работодателей, мы сегодня приняли решение следующее. Независимо от того, как вахта формируется, но если вахта не работает на территории республики, а работает, допустим, на территории НАО, то мы запретили с сегодняшнего дня, завтрашнего дня, вернее, сегодняшним решением, транзитную остановку для обсервации вахты на территории. И в том случае, если вахта работает на территории республики, то же самое все-таки максимально способствует тому, чтобы работодателю, с тем, чтобы вахта проходила обсервацию вне республики, а заезжала уже с подтвержденным отрицательным результатом исследований или отрицательным во время обсервации заболевшими уже непосредственно на вахтовый поселок. Действительно, мы сегодня столкнулись уже с тем, что, например, в Усинске просто нет места для проведения обсервации по требованиям, которые необходимы. Обсервация – это, безусловно, 14-дневный карантин, когда люди должны находиться в месте обсервации и не выходить за пределы зоны обсерватора. Они должны быть там разобщены, то есть это проживание там, не более 2-4 человек в комнатах и так далее. Конечно, вот такие жесткие требования сегодня уже, как я сказал, в Усинске выдержать невозможно. Поэтому даже если и вахта работает на территории республики, но нет возможности проведения, то есть физически нет обсерватора, который обеспечивает вот такие требования, то работодатель обязан найти обсерватор вне республики с тем, чтобы уже завозить на вахту чистых работников без заболевания, без предмета коронавируса. О реконструкции республиканского стадиона. Значит, как вы знаете, республика продолжает готовиться к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. И я вчера вместе со специалистами профильных министерств побывал на стройплощадке, посмотрел ход работ. Особенно по ходу работ у нас сбоев нет, у нас полное финансирование, подрядчик опытный, он строил уже подобные объекты. Особое внимание и вчера, и сегодня я провел по результатам вчерашнего выхода на объект совещания, это появившиеся жалобы жителей домов, которые находятся по улице Карла Маркса, как раз напротив стадиона, с тем, что у них вибрация при производстве, проведении строительных работ появились трещины, появилась дополнительная шум от стройки и так далее, претензии именно к проведению строительных работ. Действительно были проведены обследования в квартирах, констатировано, что тот метод, который применялся, а именно применялся забивка свайного поля,
он был остановлен, и на сегодняшний день изменена технология, это уже вдавливание сваи, а не забивка гидромолотом. Поэтому я, тем не менее, дал указание особенно следить вот за теми квартирами, в которых появились такие трещины, установить там специальные маяки технические, с тем, чтобы не допустить ни в коем случае дополнительного вот разрушения в штукатурке в квартирах, ну и каких-то несущих способностей зданий. За этим будет особый контроль и доклад мне, поэтому прошу в этом отношении не беспокоиться, но если вдруг у кого-то появляется вновь какие-то замечания по качеству вот, в жилых помещениях, конечно, нужно немедленно мне сообщать об этом. Продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Я назову несколько цифр. В этом году мы планируем провести капремонт в 326 многоквартирных домах, что позволит улучшить качество жилищных условий более чем у 33 тысяч жителей республики. В ходе работ будут проведены большие такие замены лифтов, ремонты кровель, фасадов и другие ремонтные работы. Какое-то время назад, также по вашим жалобам, я уже об этом говорил, поручили прокуратуре Усинска провести проверку законности корректировки платы за отопление в 2019 году. И такая работа была проведена в 86 домах, жителям, которым в марте 2020 года пришли квитанции вот с большими корректировками за тепло. Что же в результате этой работы проверочной прокуратура установила? Действительно, в 73 домах в Усинске корректировка должна быть отменена по решению прокуратуры. В 10 домах сделан перерасчет. Я хочу сказать, что это абсолютно нормальная практика, и если впредь вы видите, что при корректировке цифры вам непонятны, что они завышены, конечно, нужно обращаться с тем, чтобы мы такую работу проводили и наводили в этом порядок. Сегодня я встретился с муфтием Республики Коми, с председателем Духовного управления мусульман Республики Валиахмад Хазрат Гаясовым. Мы обсудили вопрос сотрудничества, дальнейшего участия Духовного управления мусульман Республики в сохранении и укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории республики. Уважаемые жители Республики Коми, на сегодня это вся информация. Снова напоминаю о том, что, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, окружающих. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До завтра.